Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Сердар, и ты, Курбан-Кули Бердымухамедов, вместе с Угуль-Джахан. Вы сейчас у власти, и все деньги нашей страны у вашей семьи, в вашем ведении. Все силовые структуры и посольства, которые разбросаны по всему миру. И кампания по дискредитации нас через ваших агентов Мурада Курбанова, Мухаммеда Дуиджи, Боквели Сапара, Талиба Аббасова и Нуры Аннаева, а также примкнувших подосланных агентов Дианы Дадашевой и ее двух сестер, внедренных к нам в организацию много лет назад, сейчас активизировались в интернет-пространстве, потому что мы на международных площадках настойчивее заявляем о наших законных требованиях по возврату государством Туркменистан криминально конфискованного нашего имущества. Сердар, я боролась, в отличие от всех ваших проплаченных паскуд, внутри государства, внутри Туркменистана, когда ты сидел еще у Арыка со своими друзьями, а теперь ты якобы политик, с этим твоим другом по сельхозинституту, отцом твоего зятя, министром внутренних дел Хыдыровым, якобы вы рулите страной. Сердар, самое страшное – это то, что вы у людей забрали возможность возвращаться на родину, в Туркменистан. И люди любыми путями хотят покинуть Турцию и уехать на Запад. То, что диктатура может обвинить человека в мошенничестве, это для меня не новое. И это я видела, когда я еще была внутри страны. И когда тебе предъявляют обвинения внутри страны, это несравнимо по степени подлости и изуверства с тем, где ты можешь себя защитить от этого цинизма тирании. Когда Гильды был еще в тюрьме, ко мне домой с псевдо-долговыми претензиями пришла одна знакомая девушка, которую я знала с детства. Она была наркоманкой, причем в сопровождении еще 10 женщин. Она пришла и стала кричать, что она якобы в больничке, больничная тюрьма, отдала мне золотую цепочку для того, чтобы потом я ей отдала ее дома. Вышла наша соседка, тетя Майя Шахбердыева, и сказала, что она прекрасно знает, кто такая она и кто такие мы, я и моя семья. Тетя Майя подняла огромный скандал на весь двор, и всех этих теток она разогнала. Она сама взяла все в свои руки и все решила сама с этими мошенницами, даже не побоявшись, что за это ее могут привлечь. Она сказала: я не боюсь никого, давайте, вызывайте милицию. Но этого открытого хамства она не допустит. Поэтому само ваше скотское поведение, Диана и Лала, меня не удивило. Это поведение людей, которым легче опуститься на дно подлости и оговорить человека, чем вернуть долг. Удивительно то, что я считала тебя нормальным человеком, Диана, который страдает от диктатуры. Но реальность оказалась другая. Это очень неприятно и даже печально, что люди готовы идти на такие страшные махинации, разрабатываемые в недрах спецслужб Туркменистана. Я говорю об этом существе, которую человеком ты не назовешь. Она вышла с обвинениями в мой адрес. Диана, а почему ты решила, что ты народ с правами, а я нет? Да, у меня тоже есть права. И да, за свои слова нужно нести ответственность. Да, я имею право защищать себя и всех тех, кто имеет ко мне отношение. Я и моя семья в течение многих лет помогали народу. И когда мы были внутри страны, и когда мы переехали за пределы Туркменистана, тот вклад, который мы внесли в Туркменистан, за свои собственные средства никто не вкладывал. И мы ни разу ни у кого не просили денег. Ты еще ничего не сделала, но вам уже должны платить. Вы, видите ли, не можете этого делать. Ты когда рассказываешь о том времени, когда вы были с нами и вели дела вместе с нами, Диана, этими делами занимались мы, а не ты.
Не присваивай это себе. Хотя, конечно, учитывая твою бессовестную суть, ничего удивительного в этом нет. В том, что ты присваиваешь себе чужие заслуги. После всех твоих обвинений в мой адрес, после твоего наговора, клеветы и подлого вранья, если ты рассчитываешь, что тебе удастся стать правозащитником, то ты очень ошибаешься. Сначала ты решила выступить от нашего имени, от имени меня и Дианы Серебренник. А кто тебе давал такого права? Ты это сделала самовольно, и Диана Серебренник сразу же дала официальное опровержение твоим словам и наглому, хамскому твоему поведению. Дальше больше. Совсем, как оказалось, присущим тебе бесстыдством и хамством, ты стала клеветнически заявлять, что якобы мы тебя заставляли отправлять твои деньги в Туркменистан. А что по факту? Вот часть скринов моих переводов тебе, и вот твоя переписка, где ты говоришь о своем долге. Ты сначала писала, как ты нам благодарна, а потом вышла и начала поливать грязью. Еще один момент, который характеризует и раскрывает твою подлую и хамскую натуру. Разговор о моих платках, которые мне купили в Ашхабаде. А ты пообещала передать эти платки мне. И без малейшей тени сомнения твоя сестра Лала стала выступать в них на своем канале. Этот факт с платками более чем достоверно характеризует вашу семью, и тебя в том числе, как мелочных и нечестных людей. Я купила платки в Ашхабаде. Тебе передали закрытую посылку с тем, чтобы потом мне ее отправили. Но ты решила ее вскрыть и поносить мои вещи. Кто вам дал это право вскрывать мою посылку и выходить в моих вещах в эфир? Очень интересные поведенческие характеристики для людей, заявляющих о своих претензиях на роль правозащитников. Ты спрашиваешь, куда отправить платки? Никуда их отправлять не нужно, Диана. Казалось бы, это мелочь, но я еще раз показываю всем, кто вы и что вы за люди. Хочу сказать отдельно о работе правозащитных организаций. Это не бесплатная контора, где сидят люди, которым просто так на головы сыпятся с неба деньги. Защита прав народа бесплатно – это неправда. Не слушайте этих необразованных, примитивных недоучек. Если у организации есть финансирование, они работают по кейсам. Если нет, то они не берут дела. Еще раз повторяю, люди, если в правозащитной организации нет ставки адвоката или юриста, вы будете оплачивать и нанимать его для ведения своих дел. Это не бесплатная услуга, это оплачиваемая этой организацией работы адвоката или юриста. И если у организации нет средств, за вас никто платить не будет. Почему, когда, например, арестовали Дурсултан, на нее собирались деньги? Почему Хыдыров посылал для нее деньги, например, на адвоката? Для Алишера. Он не один раз повторял в прямых эфирах об этих фактах. Или эти деньги шли не на адвоката, если все бесплатно? Более того, ни одна правозащитная организация не обязана вам оплачивать почтовые расходы или переводчиков, потому что на это нет в организациях дополнительного финансирования. И да, со своего кармана я не обязана нанимать тебе ни адвоката и не обязана брать тебя и твою семью на свое обеспечение. Но тут другая химера, где ты, Диана, воспользовалась моими знаниями, опытом, моей добротой и в течение всех этих лет бесплатно получала от меня всевозможные консультации. Хочу подчеркнуть, что я не обязана была это делать для тебя. Диана, я была с тобой 24 часа в сутки, 7 раз в неделю. Ты звонила в любое время дня и ночи. И да, я поддерживала, как психологически,
так и по медицинским вопросам. Это я давала тебе консультации, связывалась с профессорами по поводу твоего сына, а также лечила ребенка, который болел в СИЭДИ. Я, можно сказать, все время тебя консультировала. Я никогда не поднимала вопросы о деньгах или об оплате, несмотря на тот факт, что ты получала медицинские, юридические консультации и психологическую помощь бесплатно на протяжении всех этих лет, чего я вообще не должна была делать. А самое ценное, что есть у человека, это его здоровье. Ни одной копейки я с тебя не брала. А на протяжении всех этих лет я помогала тебе и твоей семье безвозмездно, включая и детей твоих родственников, которые проживают у тебя в Туркменистане. Сейчас ты решила прорекламировать вашу новоявленную организацию, хамски поливая нас грязью. Ты со всеми этими агентами диктатуры возомнила из себя великого правозащитника. Только вы забыли, что вы не юристы, и вы не адвокаты, и вы не знаете всех процедур и кейсов. И да, для того, чтобы правильно пользоваться искусственным интеллектом, в первую очередь нужно иметь свой интеллект. Туркменистан создал такие условия, что по своему недоразумению вы поверили, что достаточно только выйти и орать для получения политической защиты. Вы как лохушки поверили в прецедент, когда можно намеренно нарушить визовый режим, просрочить свой паспорт, потом выступить публично и получить международную защиту. Вы все и повыскакивали состряпать себе истории вне страны. Внутри страны этих всех персонажей никто не знал. И теперь все готовы выйти в надежде на то, что им дадут политическую защиту за границей. Нет, дорогие туркменистанцы, не дадут. Где была ты, Диана, или твои сестры, когда приезжала французская кинокомпания Galaxy Press снимать в Туркменистане фильм в 2006 году? Почему ты или твои сестры не дали им интервью о несогласии с Ниязовым? Ты, Диана, или ты, Лала, или Зоя, почему вы только сейчас вышли? Потому что вы решили, что нужно уехать на Запад, и это удобная позиция? Моя ошибка была в том, что я не распознала, что в лице Дианы и ее сестер сам комитет сделал им историю. Хотя в то время Гильде Курбановичу сиединские ребята говорили, кто вы и чем вы занимаетесь, и кто такие твои сестры в СИЭДИ. На что Гильда Курбанович сказал: их тело, их дело. И все. Есть такая пословица: проститутки самые суровые и самые сентиментальные существа. Твоей жестокости нет предела. Ты обвиняла девочек, которые вынуждены кормить себя и своих близких, вступая в половые отношения. Ты оскорбляла и унижала их. А почему ты сама не рассказала, что ты родила, будучи учащейся девочкой в сиединской школе? Ты была 15-летним подростком, которая бегала на занятия в школу, имея сына на руках. Почему об этом не расскажешь? Почему не скажешь о трудностях раннего материнства? Почему ты сама, пройдя этот путь, осуждаешь других? Могла бы на своем примере рассказать людям, что такое рано повзрослеть и познать в детском возрасте уже взрослые половые отношения. Ты мерзкое чудовище, изображающее из себя доброту и порядочность, которому по неизвестной причине все обязаны. И да, если ты из всех наших разговоров бессовестным образом выбрала подлый навет и вранье, цинично состряпала клевету вместе с этим бог-велесапаром, обвиняя меня в моей ненависти к СИЭДИ, то я тебе вынуждена напомнить, что почти каждую субботу и воскресенье я была в Лебабском регионе в СИЭДИ. За эти 5 лет там были люди, которые знали меня и помнят до сих пор. А ты, как конченная политическая проститутка с этим подонком, резидентом
спецслужб Туркменистана специально сели противопоставить меня целому региону, потому что ни ты, ни этот мерзкий, прыщавый урод не имеете того авторитета, который есть у меня. И да, меня там знают больше, чем и тебя, и чем этого шведского выродка. Диана, это ты сидишь с этим говном прыщавым, Бок-Велесапаром, и с Курбановым. Ты такой же выкормыш диктатуры. С каким наслаждением ты слушала и улыбалась, когда этот косоглазый урод Талиб давал свои чокнутые недомысли. Ты же такая энергетически заряженная, слушая этого идиота. Вся ваша компания завистников и недомужиков известна всем нормальным людям, у кого есть мозги и глаза. Все видят. Ведь можно легко дать оценку этим недолюдям. Я и как врач дам свою оценку. И в конце концов я могу просветить народ Туркменистана, дав анализ внешности каждого и анализ их поведения. Курбанов, ты на жену свою посмотри. Бедная женщина страдает от ожирения. Это у нее от нехватки и мужской энергии, и другой энергии тоже. Ты что, слепой? Что у нее объем ее тела в размере на пол стола? Тебе, Курбанов, ногами нужно махать в другую сторону, чтобы у супруги твоей была энергия, чтобы бороться с лишним весом, потому что лишний вес ведет к разным заболеваниям. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Помогает бороться с этими осложнениями как раз муж, который должен любить и быть приятным для женщины. О чем в твоем случае, Курбанов, не скажешь. По твоей жене все видно. Муха-контушка, ты вроде врач, но твоя обвисшая мускулатура и обвисшая кожа на лице говорит о том, что у тебя андрогенные проблемы. В крови понижен тестостерон. И ты еще кривоногий. Ты такой страшный, что когда ты был на ОБСЕ в Варшаве, все о тебе только так и вспоминают. Этот ваш кривоногий был. Они тебя по имени не помнят, но вспоминают и пальцами показывают. Это тот, который с кривыми ногами? Кстати, насчет Талиба. Ты очень нервно воспринял слова Гильды Курбановича. У тебя явно глаз уменьшился, и стал ты еще косее. Будь осторожнее, потому что эта болезнь прогрессирует. Но косоглазие, которое у тебя есть, это не обзывательство, а диагноз. И я, как врач, его тебе оглашаю. Тебя родили с такими отклонениями, и это заболевание, оно у тебя есть. И еще, Талиб, твой отец парализованный. И я ставлю тебе диагноз косоглазие, но это не мешает тебе ухаживать за престарелым больным человеком. Почему ты бросил своих престарелых родителей? Почему ты их не забрал с собой, а? А если ты такой прям за народ, то деньги племянников, которые были в твоем распоряжении, надо было отдать нашим людям в стране, а не хвастаться, что ты использовал их для гуманитарной помощи в других странах. Если ты действительно считаешь себя туркменом, и те копейки, которые ты якобы отдаешь, несравнимы с теми потраченными миллионами долларов на людей из третьих стран. А орешь ты, потому что ты страшный. И вообще вы все уроды по сравнению с моим мужем. Я с самого начала своего выступления, еще в 2016 году, всем озвучила причину ненависти Бердымухамедова, что он, да и что вы все ненавидите моего мужа за его красоту, брутальность, харизму, и с этим ничего не сделаешь. Гильдей Киаризов рожден, слава Аллаху, таким красавцем, и Всевышний не всем людям дают такую красивую внешность и такой интеллектуальный потенциал. А самое главное, что он герой своей страны, своего родного Туркменистана. Это дар Божий. Талиб, и еще, только с настоящим мужчиной может быть женщина.
Все эти твои паскудные недофантазии, где ты представляешь себя рядом с моим мужем в роли похотливой женщины, оставь себе. Это стыдно озвучивать в эфире. Тебе только 30 лет, а у тебя ожирение. Ты сам посчитай, сколько ты весишь на свой короткий рост. Я знаю, что ты маленький, говорят, что даже очень маленький, поэтому ты такой злобненький и закомплексованный человек. Туркмены карликов называют гарсак, и, видимо, ты с детства наслушался этих подколок. К сожалению, наше правительство во главе с кланом Бердымухамедовых отнимает мужчин у женщин. Это очень большая проблема для нашей страны, которая приобрела масштабы за последние 20 лет. И да, женщинам теперь приходится бороться, чтобы быть рядом с достойными, натуральными мужчинами. Насчет того, что я не платила конюхам, это еще одна клевета, которую ты пытаешься протолкнуть. Я, в отличие от тебя, Талиб, и всех твоих этих идиотов, жила в Туркменистане. И в отличие от всех вас, работала там и при Ниязове, и при Бердымухамедове. На моих плечах было поголовье более 100 голов ахалтекинских лошадей. И если бы я не платила зарплату конюхам, то на меня бы завели уголовное дело. Они бы состряпали бы заявление и прилепили бы уголовное дело. Но почему-то этого не было. А это еще раз подтверждает твою связь с силовыми структурами. Кстати, на меня было возбуждено уголовное дело и при Ниязове, и при Бердымухамедове за то, что я напала на Министерство национальной безопасности. Но вот тех обвинений, которых огласил ты, их почему-то не было. И отдельно хочу вам сказать, я не Юлечка, а Юлия Львовна. Я врач с почти 30-летним стажем. Так что соблюдайте субординацию. Кидаетесь вы на меня, как будто я у вас самца отняла. Вы так орете, аж слюни брызжут. Я 32 года в официальном браке. И мы, наверное, единственная супружеская пара во всем мире, вечно обсуждаемая. Как же вы все дохнете? Так уметь надо. Чавуш, твоя прыщавая морда просто кричит о твоих проблемах. У тебя в анамнезе оперированное сердце. И уж тут я прямо как кардиолог говорю, что ты, по сути, с большими проблемами, не только сердечно-сосудистыми, но и с половыми. Ты что, свою жену не показываешь? Чего боишься? Ну, про Анаева тут и говорить нечего. Уродская тварь, засланная спецслужбами, думающая, что ему за его слова и действия ничего не будет. Также с ожирением и также с пониженными андрогенными показателями, а также с обильным отделением жирового сала на лице, что говорит о проблемах в эндокринной системе. Тебе и сексопатолог не поможет. Про твою сексуальную ориентацию, Анаев, лучше знают те, кто был с тобой рядом и которые откровенно об этом говорят в интернет-пространстве. Вы все извращенцы с нетрадиционной ориентацией. К сожалению, все провластные структуры Туркменистана с нетрадиционной ориентацией вплоть до отца и сына. Поэтому агентов и подбирают таких же недомужиков. На вас же плюнуть и то жалко. Вас всех по кастингу отбирали в эту стаю выродков. Диана, я много непорядочных людей встречала, но такую паскуду, как ты, я встретила впервые. Ведь спецслужбы Туркменистана помогли тебе сделать историю, чтобы в нее после проверки поверили те, кто находится за рубежом. И, кстати, ты в эфир, когда в следующий раз пойдешь, смой макияж, чтобы все увидели твое настоящее лицо без килограмма косметики. Синяки свои под глазами покажи, которые появились то ли от курения, то ли от алкоголя, то ли от употребления запрещенных антидепрессантов, которые тебе врачи не выписывали, то ли от всего вместе. Ты на 11 лет младше меня, а выглядишь как будто на 11 лет старше. И сестре Лале своей скажи,
что на заседаниях ОБСЕ не принято одевать ультра-мини-юбки, особенно когда ты уже все-таки достаточно взрослая женщина. Это считается верхом неприличия. Дресс-код обязан к соблюдению. И тем более бегать вот так открыто за Курбановым тоже неприлично, который так и не обратил на нее внимания и на все попытки ее соблазнения. Уже если вы пытаетесь казаться правозащитниками, то нужно знать правила приличия. Вы не на секс-вечеринку прибыли, а на официальное мероприятие. Хотя для того, чтобы разогнать толпу мужиков, чтобы бежали от страха вас обоих, можно смело вас выпускать. И полицию вызывать даже не потребуется. Все и так разбегутся, как от чумы. Все эпитеты непорядочности, гадкости, неблагодарности, подлости, мошенничества, клеветы, вымогательства, которые есть в лексиконе русского языка, Диана, это все ты. А точнее, недолюди. А скажи, почему ты скрываешь тот факт, что Украина лишила тебя и твоих детей гражданства? Ведь мы работали в том числе и по этому вопросу. И, конечно, я абсолютно не обязана оплачивать пересылку твоих документов в Киев по фактам восстановления твоего украинского гражданства. Ты не посчитала нужным рассказать всю правду людям. Ты постаралась все сделать так, чтобы никто не узнал правды. А правда именно в том, что Диану и ее младших детей лишили украинского гражданства. И наша организация связывалась с властями этой страны. Затем она захотела поехать в Россию, где проживают ее родители – мать, отец, сестра и брат. И мы тоже связывались с Российской Федерацией, пытаясь помочь ей. Мы еще связывались с председателем гражданского содействия Светланой Алексеевной Ганушкиной, которая является Нобелевским лауреатом и входила в Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, а также с Татьяной Москальковой, который является председателем Совета по правам человека России. Потом тебе стали оформлять визу в Польшу. Никто, кстати, не обязан был тебе оплачивать ни проезд до консульства, ни визовый сбор, который тебе в качестве исключения вернули, несмотря на то, что сбор является невозвратным. Заполнять заявление, которое ты должна была заполнить сама, тебе тоже никто не обязан делать. Более того, были перечислены средства третьей организации для оказания финансовой помощи тебе. Польша тебе отказала, а точнее отказала тебе служба безопасности Польши. По каким причинам уже можно понять самим. Ты, заявляя, что стала правозащитником, сдаешь открыто людей, чего правозащитник не может делать. И если ты такая всесильная и вытащила своего сына из Туркменистана просто звонками или письмами, то тогда тебе вообще ничего не угрожает. И твоя цель просто переехать на Запад под прикрытием правозащиты и активизма. А ведь это наша организация связывалась с зарубежными дипломатами в Туркменистане для того, чтобы твой сын мог уехать. Ну и просто к слову, ты такая патриотка Украины, то почему твой сын находится в третьей стране, а не воюет в рядах украинской армии? И да, у тебя никто из родственников на Украине не погиб. Не ври нагло, ты просто захотела эмигрировать на Запад любыми способами. И да, твой брат Роман служит в СВО. И муж твоей племянницы тоже служит. И сейчас ранен. Ты почему не рассказываешь об этом людям? Ведь это правда. Тебя не пытали, не допрашивали. Ты просто всех взяла и сдала. Ты даже этого не скрываешь, заявляя, что ты на всех ведешь отдельные файлы.
компроматы для того, чтобы впоследствии их использовать. И отдельно хочу еще вот что сказать. Все организации, занимающиеся Туркменистаном, а их в основном 4, все люди из этих организаций покинули страну официально и получали свои документы в западных странах с действующими туркменскими документами. Никто из представителей этих организаций не нарушал визовых режимов третьих стран. Диана, а ты мошенница и аферистка. Дорогие туркменистанцы, я говорю для того, чтобы вы понимали, как далеко зашла диктатура в процессе дискредитации, клеветы и угроз нам. Всех тех, кого я перечислила как агентов спецслужб Туркменистана на ОБСЕ, к ним просто добавились новые имена, и вы должны об этом знать, потому что народ имеет право. Халкын хакы бар.